дорогой брат Виктор, за твое приглашение, за ваше гостеприимство. Вау! Вы даже себе не представляете, как здорово вы отсюда смотритесь. Церковь, вы такие красивые. Я, надо сказать, просто восхищен подвигом многих из вас. 2 дня меня слушали и все равно вернулись. Это, конечно, не каждый выносит. Очень рад передать вам братский привет из церкви в городе Иваново, где я сам живу, из Содружества церквей, глобальной стратегии, которую сейчас как раз брат Виктор и упомянул. Мы очень рады вашим успехам. В особенности это, наверное, тебя касается, Виктор, потому что я помню, когда мы познакомились еще в то время, когда ты служил в Устилине. Чудесный человек. Сейчас Бог направил тебя здесь, и я очень рад тем плодам, тому служению, которое Бог совершает здесь, в чудесном городе Красноярске, в вашей среде. Я понимаю, что это в том числе, и в первую очередь, наверное, также плод твоей жизни, плод твоего служения. Это так здорово. Я правда благодарен вам, и мы радуемся вместе с вами. Мы радуемся вашим успехам. Мы одно тело Иисуса Христа. Это моя первая поездка в город Красноярск. Я очень рад, что здесь тоже тело Христа, во-первых, есть. Во-вторых, из того, что могу увидеть, не бедствует. Слава Богу, живое. Посылает миссионеров, благословляет пастырей на служение. Это уже о многом говорит. Слава Богу. Я, наверное, для тех, с кем мы не смогли провести предыдущие часы, расскажу вкратце буквально о себе. Зовут меня Дмитрий Благоев, я родился 43 года назад в маленькой стране на Балканском полуострове. Зовут ее Болгария. Когда мне было, вырос в простой семье, мои родители были служащими, ничего о Боге, Христе, молитве, Библии или все чего-либо из этой оперы в нашем доме никогда не было, не говорилось и не молились. Большинство из вас, кто моего возраста, наверное, хорошо помнят те времена, да? Это просто было, не было этого и было не принято. Когда я был еще подростком, наверное, лет 15 или 16, моего отца отправили в Москву для того, чтобы работать. Он занимался внешней торговой деятельностью, заводы продавал, и такая всякая ерунда. Так я оказался в Москве, страну тогда звали еще Советский Союз. В Москве я окончил школу, поступил учиться в институт, я любил компьютеры, думаю, пойду-ка буду хакером. Сейчас и хакером называют, тогда компьютерщиком звали, да? И когда я учился в институте, или точнее там большей части числился, чем учился, но тем не менее, когда я учился в институте, Господь меня нашел. Совершенно удивительным образом я попал на одно из первых больших евангелизационных событий в Москве. Впервые услышал в жизни Евангелие, впервые услышал о Божьей любви ко мне. Что-то коснулось меня, и я впервые в своей жизни встал, молился, покаялся. На следующий день, когда вернулся, Господь крестил меня Святым Духом. Через еще 2 дня меня крестили в воде, в Борисовских прудах. Все развивалось очень быстро. Я понял, что наконец-то я нашел то, что в принципе и хотел. Бросил институт, пошел учиться в библейский институт. Мои родители хотели вызывать национальную гвардию, меня спасать. Много глупостей успел сделать, чтобы их дополнительно напугать. Но тем не менее Господь благословил меня. И когда учился, познакомился с чудесным человеком, и, может, попозже я о нем расскажу, уехал в город Иваново, там был частью команды, которая основывала церковь. Тогда не было практически ничего. Господь спас сотни людей, появился Ивановский христианский центр. И многие годы я там уже живу и служу, занимался самыми разными вопросами, был преподавателем и директором библейского института там, где мы воспитали около 200 служителей, сейчас по всей стране служат, аж в Лос-Анджелесе один оказался. Поэтому примерно такая судьба. Последние годы как раз служу в Содружестве церквей, глобальной стратегии. Много приходится путешествовать для того, чтобы развивать лидеров и насаждать церкви. В общем-то, это наше главное поручение, главная миссия, чем мы
и занимаемся. Так что большой вам привет от всех ваших братьев и сестер, которые тоже рассеяны по всей стране. Очень рады вашим успехам. Приветствие от моей супруги. Зовут ее Ольга. Уже женаты 9 лет женаты. 9 лет. Она меня терпит, как героиня. От наших 2 детей. Очень-очень любим вас. И она молится за вас, пока я здесь. Я молюсь за вас. Знаете, я размышлял, чем бы поделиться. Есть меня, знаете, я 7-8 лет преподавал в еврейском институте. В общем-то, проповедую уже 20 с лишним лет. Как бы не то, чтобы нечего сказать, всегда что-нибудь да найдется. Но я всегда хочу быть заточенным, хочу быть чутким тому, что хочет сделать Бог в каждой среде, в каждом месте. Есть несколько вещей из всего того спектра, всего того, чему Господь меня научил, и всему тому, что я как бы обрел от Него, которые для меня, я сегодня смотрю назад, я понимаю, вот понимание вот этого всего радикально изменило мою жизнь. Вот если бы вот это я не знал, если бы вот это я в свое время не ухватил, вот эту идею, вот сегодня меня бы здесь не было. Я как раз хотел поделиться как раз теми вещами, которые в свое время радикально мою жизнь изменили. Надеюсь, что, возможно, это послужит и вам. Это одна из самых важных вещей, которые я, наверное, знаю, которые Господь как-то открыл мне. Буду вам читать из Евангелия от Луки. Если откроете вместе со мной этот отрывок из Писания. Евангелие от Луки, это 16 глава. Там Иисус много притч рассказывает в этих главах, 15, 16. Значит, притчи эти такие, знаете, сегодня байками называют, да? Интересный и поучительный рассказ. И вот в 16 главе он рассказывает одну из таких притч. И надо сказать, я ее читал много раз, когда я читал ее в институте, нас заставили прочитать Библию за год, все от корки до корки. Иногда, знаешь, когда надо читать много и быстро, как студенты все, от сессии до сессии живут студенты весело, а потом в последний момент там слишком надо все прочитать. Но даже когда я по-быстрому старался читать, чтобы выполнить просто домашнее задание, все равно меня всегда озадачивало этот отрывок из Писания. Я как бы не мог его понять, вообще, что здесь происходит и в чем мораль. Он до тех пор, пока однажды, как-то, знаете, дошло до меня. Вы увидите, о чем я говорю, как бы все не так просто оказалось, да? Тут рассказывалась сначала одна веселая история. Значит, Иисус говорит, это с самого начала 16 главы будем читать, Евангелие от Луки, сказал же и ученикам своим. Историю рассказывает. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. Как там древние говорили, ничего нового под солнцем, да? Это оказывается не только какая-то современная инновация, да, воровать у своего хозяина. Таких было много и давно уже было. Значит, услышал этот хозяин и, призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Жил я красиво, значит, у хозяина было много чего всякого, реки текли, я потихонечку построил маленькую такую, знаете, дамбу, чтобы текло в мою сторону тоже потихонечку, но вот меня накрыли. И вот сейчас, когда меня застукали, непонятно, что с этим делать дальше. Что мне делать? И значит, в этот момент у него, когда понимает, что сладкая прежняя жизнь закончилась, начинает он чесать затылок, что делать, и у него созревает колоссальный план. Он, значит, делает следующее. Что он делает? Он, значит, говорит себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, что приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. Когда, наконец, меня прогонят, надо мне как-то сейчас подсуетиться, пошевелить немного моими мозгами, для того, чтобы меня принимали люди потом. И у него созрел план, и он говорит, знаешь, что я буду делать? И призвав должников господина своего, каждого по рознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши, 50.
Потом другому сказал: ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. Ну вы ухватываете, что происходит, да? Люди должны, ну, всякого там денег, добра хозяину. Ну, так как он все ввел в бухгалтерию, значит, он быстренько смекнул: так, сейчас этих ребят надо подзывать и потихонечку прощать им долги. 100 тысяч должен. А, давай сюда расписку. Порвали, выкинули. Полтинчик с тебя. А ты что там должен? 3 ленд-крузера. А, давай сюда. Чик-чик-чик. Уже должен 2. Нормально вообще, да? Ну подумайте. Вот на месте хозяина, что вы вот с этим вот кадром сделали? Я знаю, тут в Сибири народ суровый, знаешь, я не знаю. Мог попасть в какую-нибудь бетонную плиту, наверное, да? И стать фундаментом в каком-нибудь очередном проекте государственной важности. Потому что, ну, всю жизнь воровал, под конец совсем раздел. Значит, смекались ты до чего. Но здесь первое, что вызвало мое удивление. Во-первых, когда хозяин все это услышал, вместо того, чтобы, значит, рассказать, кому надо, чтобы парня увезли в лес и с ним провели работу необходимую, да? Чтобы с ним наконец-то закончить. Вместо этого, смотрите, что делает хозяин. 8 стих. И похвалил господин управителя неверного. Это я серьезно прочитал? И похвалил господин управителя неверного? Это в смысле похвалил? Как похвалил-то? Закопать его надо живым. А хозяин посмотрел на него. Ну, я даже пытаюсь себе представить, на что это было похоже. Посмотрел на него, наверное, улыбнулся и говорит: ну, Петрович, ну даешь. Красавчик. Красавчик. Надо же, сообразил. Прижал его со всех сторон. Понимаешь, вот в тиски ему голову поставили и начали крутить. А он и вывернулся. За что похвалил управителя? Своего вот такого нерадивого менеджера, как их нынче называют. За то, что он воровал? Нет, за это не хвалил, кстати. Но он понял очень интересную вещь. Он говорит, здесь говорится: похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Догадливо поступил. Ибо, говорит Христос, сыны века сего догадливый сынов света в своем роде. Вы встречали таких людей? Вот такое чувство, знаешь, вот, все как-то его прижмут со всех сторон. Вроде бы все, упаковали его, готов. А потом через 2 года узнаешь, хоп, он как-то выкрутился, выскочил. И опа, он где-то там директор очередной. Хо-хо! Просто думаешь, как же смог-то, а? Вот как вот ты смог? 2 года назад сидел там в долгах, как в челках, за тобой бегали, а сейчас ты там финансовый директор. Ездишь на дорогой машине. Иисус правильно говорит: знаете, вот люди этого мира, они иногда, знаете, вот, ну прям изворотливые. Они как-то сидят, чешут затылки, думают, что делать, какие-то планы у них все время созревает. Как бы вот так вот вывернуться, понимаешь, и вот выскочить из воды сухим. Встречали таких людей? Простая, да, все бизнесмены говорят, да, каждый второй клиент такой. Бывает такое. Ну ладно, ну рассказал историю, как бы, ну вот такой вот человек. Но на этом же история не заканчивается. Сначала говорится здесь: хозяин похвалил вот этого парнишу за то, что он догадливо поступил. Что в нем было что-то такое, что он как-то вот что-то сообразил, как-то не стал шевелить мозгами. Что-то у него там закипело, он не просто лег, да ну все, умираем. Он нашел способ, как из безвыходного положения выскочить и оказаться на крыше. Потому что, ну вы же понимаете, сейчас его хозяин прогнал, ну хозяин даже сам понимает, а что его прогнал? У него весь город друзья, все ему должны. Как-нибудь доустроиться, да? И самое главное, за мой счет. Весь этот праздник жизни оплатил я.
Ну ладно, вот с хозяином и с этим парнем, вот следующие слова, конечно, меня всегда конкретно напрягали. Вот они прям вот, ну, я не мог сообразить, вот как это вообще возможно, чтобы Иисус такое сказал. В 9 стихе говорит: «И я говорю вам». Это в смысле, как понимать? Как понимать? Ну, смотрите, и я вам говорю. Это как понимать-то вообще? Это Христос говорит. Говорит, я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Что? Кто ничего не понял? Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Я вот это читал. Я не мог понять, вообще о чем речь здесь. Но должен сказать, что когда чуть-чуть там подучился и стал понимать больше, я понял, что не зря я не понимал, потому что просто тупо коряво перевели. Честное слово. Переводили стих с греческого языка, трудный для перевода стих. Но вот почему некоторые слова вот перевели, как они перевели, понятия не имею. К примеру, что это за неправедное богатство? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что это такое? Ну я понятия не имею, почему неправедное богатство. Здесь греческое слово мамома буквально означает деньги, материальные ценности, имущество. Буквально вот что означает это слово. Читаем по-новому. Значит, приобретайте себе друзей, ну, материальными ценностями. Для того, чтобы когда вы обнищаете, буквально слово обнищаете, вот я вот в одном стихе столько как бы неточностей, да, в переводе. Обнищаете буквально означает, когда все, что есть сейчас, закончится. Когда у тебя все то, что ты имеешь сейчас, его больше не станет. В смысле, не то, что пойдешь с умой по земле, да? А вот закончатся же дни твоего вот нынешнего состояния. Когда тебя, чтобы они приняли тебя в вечные обители. Вот все равно понимаю, что не очень понятно. Давайте я постараюсь вам прочитать. Вы не против? Из современного перевода. Переключусь на современный перевод, читаем. Иисус говорит, и я говорю вам, пользуйтесь тем, что дано вам на этом свете, чтобы угодить Богу. И тогда в час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в доме, который извечен. Прочитать снова. И я говорю вам, пользуйтесь тем, что дано вам в этом свете, чтобы угодить Богу. И в тот час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в том доме, который извечен. Чуть-чуть лучше вроде, да? Чуть-чуть. Ну давайте не буду вас больше мучить. Копался, рыл, прочитал на всех языках, которые я знаю. Греческий слово в слово изучал. Мысль на самом деле достаточно несложна. Она сложно переведена, сложно сказана, но она в целом не сложна. Иисус в целом вот, итогом, выводом этой притчи вот делает вот эти слова. И говорит, смотрите, ребят, что-то у вас сейчас в руках есть. Так или иначе ты чем-то обладаешь. Есть вещи, которые ты не можешь удержать. Так или иначе все это дело у тебя отнимется, закончится, придет край. Поэтому воспользуйся тем, что у тебя сейчас есть в руках, для того, чтобы купить то, что никогда у тебя не отнимется. То, что вечное. Когда земное закончится, что-то более ценное куплено. Хотите, совсем все упрощу для вас? На самом деле, мне кажется, мораль этой всей притчи передается потрясающей, чудесной русской, старой русской пословицей. Знаете какая? Не догадались? Не имей 100 рублей. Не совсем это. Не совсем это. Есть другая, мне кажется, даже лучше, чем та пословица про «не имей 100 рублей». Она говорится, знал бы, где упаду, соломки, что? Постелил бы. Вот Иисус, по сути дела, простым русским языком пытается сказать, ребята, настанет дни, когда все, что вам тут вот там кажется таким значимым, закончится. Вы упадете.
будьте мудрыми. Наскребите эту солому, которая у вас тут есть в огородах, да, чтобы мягче упасть. Чтоб не оказалось, как у того парня, который падал с небоскреба с 50-го этажа, знаешь, пролетая мимо 25-го, сказал себе, да вроде пока ничего. Нет, ну ясно, что вроде пока ничего. Проблема в том, что еще 20-25 этажей, и там жесткая плитка или асфальт. Поэтому вот сейчас надо думать, за что цепляться и на что будешь падать. А не успокаивать себя мысли, да вроде как-нибудь пронесет. Скорее всего, не пронесет. Вот рассказав все это, на самом деле он рассказывает всю эту байку не просто для того, чтобы рассказать очередную интересную историю. Он, конечно, это умел делать. Но он это все делает с простой целью. Он собирается сказать три ключевые вещи, которые ты, как человек Божий, должен понять, если хочешь мягко упасть. 3 ключевые вещи, которые ты должен разуметь для того, чтобы тебе было обеспечено безбедное будущее. Ты всегда преуспеешь, если вот эти 3 штуки поймешь. Вот о чем эта притча. Хотите, я вам зачитаю, о чем эта притча? Какие выводы он это делает и к чему он все это говорит? Хотите услышать, да? Но это несложно на самом деле, потому что это правда следующие слова. Переключаясь обратно на синодальный перевод, значит, и мы читаем. 10 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Интересные слова. Знаете, мы иногда живем с таким каким-то интересным, знаете, взглядом на жизнь. Нам кажется, вот я сижу тут, полы подметаю, там, вот, ну что с дела? Ну да, ну мне это все влом, я как, ну как ни шапка, ни валка, ну правда, ну, вот, а вот если бы мне вот дали развернуться, ну что я тут уборщица в этом Газпроме? Вот если меня генеральным директором сделали в Газпроме, вот тогда бы я показал, на что я способен, верно? Нет, неверно. Любой человек, который когда-то нанимал кого-то на работу, знает. Если я нанял девушку для того, чтобы она мыла полы или варила мне кофе, и она так это делает, что мне лучше, знаешь, самому стать сварить себе кофе. Потому что то она там расплескает все, пока носит, то в банке из-под маргарина принесет. Ну как-то все не то. Что бы ни делала, как-то все криво. Все сикость-накость, все как-то, все надо переделать. Все 5 раз объясняю, все равно не то сделать. Ну скажите мне, вот если вот ты такого секретаря себе нашел, ты его сделаешь, что такого человека своим заместителем? Да или нет? Нет. Ну, конечно, кто бы когда-либо имел какое-либо дело, ну, хоть предприниматель, хоть кто угодно. Любой человек с здравым умом знает, что если человек дурно делает маленькие вещи, простые задачи, вроде бы не очень значительные, то вот как он полы моет, так и управлять будет. Как он домашнюю ячейку ведет, так он и пасторствовать будет. Как вот дела он делает маленькие, так он будет делать, потому что это внутри него. Это вопрос характера, это не вопрос масштаба. О, дай мне сейчас развернуться, дали бы мне тут территорию. Да какую тебе территорию не дай, все равно там ты все загадишь. Потому что это очень важный принцип. Если ты не научился быть верным в маленьких вещах, большое тебе ни в коем случае нельзя доверять. Мне очень нравится история одного мальчика, звали его Давидкой. Маленький Давидка, значит, он был младшим сыном в одной очень известной семье. И вот в этой очень известной семье как-то Господь послал выдающегося пророка Самуила. И там была большая конференция пророчества. И вот, значит, как бы, вот пришел Самуил. Самуил пришел для того, чтобы, вот, потому что Бог ему сказал, что в этой семье следующий царь Израиля. И вот пришел Самуил в семью, всех братьев выстроили, значит, и он как бы идет, вот он старший, крепкий, большой, красавчик, такой симпатяга, смотрит на него и говорит, ну, Господь, ну, смотри, ну, разве не красавчик? Вот он, будущий царь Израиля, Господь говорит, не он. Окей. Может, этот? Не он. А как насчет этого?
Не он. Подожди. А это что ли? Не он. Ходил, не он. Сыновья кончились, царя нет. Он чешет затылок, думает, так, что-то здесь не так. Зовет Есея, вот хозяина дома, говорит, слушай, еще сыновья есть? Тот ему говорит, а, кстати, где тот кучерявый-то? Куда он делся? Как его звали? А, Давид, где Давид? Он говорит, ну, Давид, он овец спасет. А, овец спасет. О, напрягся, короче, пророк Самуил-то. Говорит, все, пока его не приведут, никуда не пойду. Все, давай метаться, вот искать Давида. Нашли Давида, идет Давидка такой. Вот, пришел, встал. И Бог говорит Самуилу, это он. Про Давида забыли. Вообще-то в еврейских семьях тех годов, вообще-то овцы пасли как бы слуги. Это было не дело сыновей. Сыновья, как мы видим попозже, ну там другими делами занимались. И Господь помазал этого мальчика на царство. Его имя не знали. Папа, наверное, забыл о его существовании. Бог его не забыл. Я у себя думал, а что в нем такое нашел Бог? Почему вот эти там 6 не сгодились, этот сгодился? Его же даже, ну вот как бы помазали его на царство, уже серьезная проблема. В одном государстве 2 царя. И когда помазали его на царство, куда делся Давид? Он пошел смело в Иерусалим. Сказать, Саул, подвинься, я сяду. Это проблема была. Она и была, кстати. Нет, он вернулся обратно пасти овец. Помазанный царь. Ну, как не камильфо, надо сказать. Ну, царю-то овцы пасти. Ну, он вернулся, и дальше разворачивается событие, и вы можете вместе со мной перелистнуть. Это книга пророка, первая книга Царств, 17 глава. Мы читаем здесь историю. А история такая, что, значит, филистимляне собрались на войну в процессе всех этих действий. 17 глава первой книги Царств. И вот как бы должна вроде бы быть война. Но там очень интересная война. Потому что вся война состоит в том, что как бы с одной стороны стоят филистимляне, с другой стороны стоят евреи. Значит, и они как бы вроде бы воюют. На самом деле, единственное, что происходит то, что каждое утро один бугай 3-метровый, которого звать Голиаф, выходит туда на поле, стоит там своими 3 метрами и 4-метровым копьем, вот, и просто 3-этажным матом кроет весь Израиль. Хулит армию Бога живого. И вот все евреи на это смотрят. Вот. И вот в этот момент как раз разворачивается событие. Значит, что мы читаем? Вот я так вкратце вам описал. 12 стих первой книги Царств, 17 глава. Давид же, говорится здесь, был сын Ефрефянина из Вифлеема Иудина по имени Есея, у которого было 8 сыновей, 8 даже, не 7. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужьями. 3 старших сына Есеева пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей, пошедших на войну: Илиаф, 2 за ним Аминадав, 3 Сама. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, и Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. Я же говорю, не по царству, честное слово. И выступил филистимлянин утром, вечером, и выставлял себя 40 дней, и сказал Есей Давиду, уже читаем внимательно, сыну своему: возьми для братьев твоих ефу, сушеных зерен, 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к братьям твоим. И эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведай со здоровья братьев, и узнай о нуждах их. И вот дальше мы читаем, что встал Давид рано утром, в 20 стихе, взял ношу, говорится здесь, поручил овец сторожу, как приказал ему Есей, и пришел к обозу, когда войско введено было в строй. И с криком готовились к сражению. И тут начинается очень интересная история. Вот. Приходит Давид к обозному сторожу и побежал к ряды, чтобы спросить, как там мои братья, да? И вот в этот момент как раз выходит тот самый единоборец Голиаф,
И значит, израильтяне, читаем дальше, увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись, и говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Вау, откровение получили. Оказывается, вот для чего он выступает. Он выступает, чтобы поносить Израиля. И если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь своего вывел за него, и дом отца сделал бы свободным в Израиле. Давид все это дело слушает, и сказал Давид людям, стоящим за ним: что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение? Ухватываете, да, вот повествование? Давид все это может понять. В смысле? Золото, невесту царскую. За что? Он говорит: да, тебе честное слово. Вот, если кто-нибудь его убьет, вот. И в этот момент Давид говорит: ибо кто этот необрезанный филистимлянин, 26 стих, что так поносит войско Бога живого? И сказал ему народ те слова, говорят: то будет, и это будет. И услышав, Ильяв, старший брат, говорит: ну, что ты пришел сюда? Тут война, а ты мальчик. Какая там война? Никакой войны нету. Один парень просто всех кроет трехэтажным матом. Это не мое определение войны. И вот заслушал он это все, говорит: ничего я не знаю. И он подходит Давид к Саулу: не теряйтесь повествования, нет? Не слишком быстро я. И говорит: все, я пойду с этим парнем сражусь. Саул на него смотрит. Типа: мальчик, ты вообще на себя в зеркало смотрел? Ты же на Зверева похож. Какой себе солдат? Ну вот это кучерявенький-то, да? По телевизору все время делал. И Давид ему говорит: нет, царь, я пойду. Потому что знаешь, что он говорит? Вот было время, я был у отца своего пас овец. Это 34 стих. Прям твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь, уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то брал его за космы и поражал его, и мешал. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что с ними. Потому что так поносит войско Бога живого. И сказал Давид, 37 стих: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. И Саул ему говорит: ну, если ты совсем уж сбрендил, ну иди, на. Одели на него доспехи, дали ему меч, иди воюй. Давид такой идет с мечом, с этими доспехами. Я не могу это носить на себе. Он снял с себя все. Пошел к реке, взял 3 камешка. По сей день не знаю, зачем ему 3 понадобилось. Взял 3 камешка, достал свою прощу. И вышел с прощой против Саула. Ну, представляете, да, такой 17-летний кучерявый симпатяга, такой вот, блондин такой, вот, с прощой, с палкой. И Саул на него Голиаф на него смотрит, типа, не понял, это что? И он начал его крыть добрыми словами. А Давид ему говорит: знаешь что? Как Бог предавал вот этих вот медведей и львов в мои руки, так и тебя сегодня предаст. Достал камушек, прошу, закинул. Запустил ее. Я так понимаю, что там 2-3 десятка ангелов поддували, чтобы камешек правильно летел. Потому что он настолько аккуратно прилетел. Единственное место, которое у Саула, у Голиафа было не защищено, это был его лоб, прямо в лоб. Камень его ударил. Влетел ему прямо в голову. Тот гроханулся. У Давида даже меча не было своего, подбежал, отрезал ему голову. Его же мечом. Вот это унижение. Твоим собственным мечом тебе отрезали твою голову. И было великое празднество в тот день. Но я сейчас не об этом. Вы скажите мне, откуда у этого парня столько вот дерзновения появилось? Просто было время в его жизни, когда он занимался ерундой. Он пас овец.
Вроде бы, ну что за дела-то? Это не царское дело. Но тогда он очень ценный опыт обрел. Он научился, что надо делать, если ты пасешь овец. Он научился бороться, сражаться, он был верным в маленьких вещах. Когда папа ему сказал, иди неси сыр, иди неси хлеб, он не сказал, не царское дело носить царю сыр. Пускай холопы ходят, сыр таскают. Так? Нет, не так. Он сказал, ну, надо, значит, надо. Пошел, сделал. Оставил овец, самое главное мы прочитали. Да, не верно, тупые овцы. Наконец-то надоело на вас смотреть. Он был верен во всем. Он знал, что нет мелочи. Потому что когда ты занимаешься этими мелочами вроде бы, ты накапливаешь очень ценная штука, называется опыт. И Бог смотрит на твое сердце и видит, этот парень умеет овец пасти, значит мы можем ему доверить кое-что посерьезнее. Знаешь, мы иногда думаем, что у Бога как-то все очень сложно, то есть надо вот... Я смотрю на Иосифа, знаете, вот парень был такой интересный. Ну, немножко сам себе на уме. Ну, знаете, как у него развивалась карьера, помните, да? Карьера развивалась настолько стремительно, что в один хороший день он оказался в тюрьме. И он был зэком. И сидя в тюрьме, Господь его нашел, вытащил его. И утром он был зэком в тюрьме, а вечером он был премьер-министром всего Египта. Это называется карьерный рост. Выстрелил катапультом из зэки в премьер-министр. Ты думаешь, Богу это сложно, что ли? Ему не сложно, он правильных людей ищет, которые верны в маленьких вещах, которым можно доверить, которые, что бы они ни делали, они делают, знаешь, ну на пятерочку, стабильно. Или, по крайней мере, стараются. И в это время учатся, и учатся, и учатся, и учатся, и учатся. Это же классно. Первую мысль усвоили. У нас еще 15 минут, еще 2 мысли. И мы постараемся закончить вовремя. Второе, что говорит Иисус здесь. Возвращаемся в Луки. Итак, первое, что он нам говорит здесь. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. 11 стих. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? О чем вообще здесь разговор? Да слово мамона, про деньги. Это про деньги. Нет никаких неправедных богатств, есть просто мамона, деньги. Иисус здесь говорит достаточно несложную мысль. Он говорит, смотри, деньги вообще-то являются очень интересной лакмусовой бумажкой. Хочешь узнать кое-что о человеке? Ну, если ему 5 рублей, конечно, дашь, вряд ли ты многое поймешь. Дай ему 5000. Дай ему 5000. Уже какие-никакие деньги, да? И смотри, что он с ними будет делать. Как он их потратит? Как он ими распорядится? Иисус называет вот мамон. Называет это не настоящим богатством. Заметили это, да? Если вы в неправильном богатстве не были верны, тот поверит вам истинное. Есть истинное богатство, а мамон это не истинное богатство. Это так не похоже на мышление нас, да, людей. Есть деньги, это богатство. Есть люди, это фантики. Мы, значит, людьми пользуемся, потому что они ничего не стоят. Для того, чтобы заработать деньги. Потому что деньги это все. Верно? У Бога другая философия. Он говорит, у меня есть люди. Вот это мое истинное богатство. Вот это что по-настоящему ценно. А есть деньги. Это малозначимая штука. И не только малозначимая, она еще простая в управлении. Вы знаете, деньги это просто. Управлять деньгами это несложно, и просто считать надо уметь. Разбираться, как там кредит с дебетом сводить. Да? Банкиры это знают, без всякого Святого Духа. Они очень хорошо знают, как тебе предложить кредит. Знаешь, всего какие-то там маленькие 19,95 в год. И, короче, взял миллион, вернул 3 через год. Да? И всего 19,95.
чуть-чуть вот подкрутить и разденем их догола. Деньги это просто. Вот люди, это сложно. Люди это очень комплексные существа. У них очень много чего всякого. Мы тут с пастором, знаешь, тогда шутим, знаешь, быть пастором, мы сегодня рукополагали служителей. Дайте я вам скажу, быть пастором это классное служение. Ты Библию читаешь, молишься, проповедуешь. Вот, супер! Вот одна только единственная вещь все портит. Эти люди. Они все время ходят, у них есть какие-то заморочки. Что им надо, 100 раз им объясняешь одно и то же, они ничего не... Эти люди, они все служение портят. Вся помазуха уходит. Да, люди это сложно, и Бог их любит. И для них они ценны, даже самые завороченные. Они ценны. И Он смотрит, что ты делаешь своим кошельком, что ты делаешь своими деньгами, потому что Бог смотрит на вещи так. Деньги это просто, люди это сложно. Деньги любят счет, а с людей вообще непонятно, что делать. Иногда Бог сам, знаешь, такое чувство в замешательстве. Надо же оказаться вот в таком положении. Как ты успел туда попасть? Тебе сколько? 19? И как ты успел сделать 3 ходки? Жениться 4 раза? И родить 5 детей? То есть, ну как успел? Иногда я думаю, Бог сам как бы чешет за то, надо же успеть столько вот глупости наделать за 20 лет, да? Да, люди это сложно, а деньги это просто. Поэтому Бог делает очень интересную вещь. Он дает нам деньги и смотрит, что мы с ними делаем. И в зависимости от того, как грамотно мы управляемся деньгами, Он понимает, можем мы управляться чем-то более ценным типа людей или не можем. Я помню, у меня один парень был в ячейке, когда я иногда появлялся в Иваново, ячейку вел. Вот. Однажды, знаете, он приходит, довольный весь, довольный. О, сбылась мечта. И он нам показывает, слышите, ребята, смотрите, я купил его. Ну, ты что купил? Тот самый, вот, конечно, помните, вот раньше телефоны были все такие, как кирпичи, да? И появилась та самая Motorola Razr. Как тоненькая такая раскладушечка, прям классная. И вот парень приходит и говорит, ребята, смотрите, я купил Motorola Razr. Я говорю, Motorola Razr, классно, сколько стоит? Он говорит, ну, 15. Я говорю, 15, да? Он говорит, а у тебя, слушай, зарплата разве не 8? Он говорит, ну, ты мне объясни, как ты купил, зачем ты купил Motorola Razr за 15 тысяч, если у тебя зарплата 8? А деньги-то откуда взял? Ну, кредит взял. Еще кредит взял. Прелестно. И он там, мы должны с ним порадоваться, а я хочу его задушить. Я думаю, как бы мои пальчики на твою шею положить. Святого Духа, чтобы приложилось побольше тебе мудрости и ума. Знаете, что самое забавное? Вот купил он эту Motorola Razr за 15 тысяч. Подписался под кредит, заплатил, наверное, за нее все 25. Пока он, знаете, выплачивал эту Motorola Razr, он на год, что ли, взял, там, на 10 месяцев. Пока он расплачивался за эту Motorola Razr, она через полгода уже стоила в магазине 8. А он был должен 16 за нее. После того, как полгода платил. Потому что они же хитрые, они сначала проценты ты им выплачиваешь, да? Я сижу и думаю, брат, что с тобой? Ну, пожалуйста, объясни мне, что с тобой? Ты вообще в здравом уме? Как можно так безалаберно, безответственно, бездумно тратить деньги? Тот скажет, да это же деньги, какая разница, еще заработай. Нет, ты ничего не понял. То, что я смотрю, это малая беда. Максимум я задушу. Хотелось, честное слово. Главное, что Бог смотрит. И Он понимает, если этот парень так обращается с деньгами, я знаю, как он будет обращаться с людьми. Так же безалаберно, без ответственности, безответственно, бестолково. Потому что как для него деньги ничего не значат. Тем более люди для него ничего не могут значить. Я удивляюсь на людей, знаешь, вот я смотрю, есть у меня несколько таких товарищей в моем окружении, которые мне совсем не товарищи.
Я сколько не знаю, знаете, лет по 10, по 12. Вся их жизнь, знаешь, это вся их жизнь. Это вот, она проходит под эгидой того, как занять у Петра 5000, чтобы вернуть Павлу. Я понимаю, что бывают финансовые трудности. Я понимаю, что бывают тяжелые времена. Потерял работу. Ну бывает, ну не 15 же лет. Это не финансовые трудности. Это рак головного мозга называется. Затянувшийся. И Бог смотрит, и Он видит, вот если этот парень так распоряжается деньгами, что он будет распоряжаться людьми? Нет. Поэтому деньги – это важно. Что ты делаешь своими деньгами – это важно. Как их тратишь – это важно. Бог смотрит на каждую копейку. Знаете, есть проблема с этими ведрами, с десятиной. Написано 10%, да, на ведре. У меня есть проблема с этим. Проблема в том, что мы иногда учим людей, это мы пасторы делаем, это вы не виноваты. Иногда учим, что, знаешь, 10% принадлежат Богу. Но они их несут, кто скрипя сердцем, кто с радостью, несут эту десятину, и у них в голове какая мысль рождается? А остальные 90% мои. Правильно? Делать, что хочу. Вообще-то в Новом Завете я не видел учения про десятину. Он там, Иисус как-то промякнул там, но он не учил про десятину. Знаете почему? Потому что в Новом Завете все идет по нарастающей. Раньше 10% твои в Ветхом Завете, 90% делай, что хочешь. Наступил Новый Завет, вы думаете, все поправилось? 100% все принадлежит Богу. За каждую копейку ответственен. Нет, Он по своей великой милости тебе дает возможность и право даже покупать себе еду и оплачивать счета. Но нам не нужно думать, что, понимаешь, 10% отдал, другие все, что хочу с ними, я то делаю. Нет, Бог смотрит на каждый из этих 90%, как ты их тратишь. Разумно ли ты их используешь? Как ты их крутишь? Ты вечно в долгах? Ты пока не готов к величию, друг мой. Ты не можешь распорядиться 5 копейками, ты не готов к величию. Двенадцатое. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваши? Это третий тест, которому пришлось, кстати, пройти и Давиду. А вот здесь Христос его описывает. Вообще-то очень интересная вещь происходит, когда ты служишь другому человеку. Мне вот на память приходит, этот парень, как его звали? Иисус Навин, что ли? Иисус Навин, да. Знаете, кем он был? Он у Моисея в тарелке был. Потом поднялся, ему позволили там в шатре убираться. А потом он был верен в малом, ему стали доверять больше и больше, но он всю свою жизнь предал вот этому человеку, он верно ему служил. Когда наступил момент, кого надо было отправить, Иисус, чтобы посмотреть на землю обетованную, отправили Иисуса Навина. Он вернулся с добрым отчетом. Никогда не кинул, никогда не опрокинул, никогда не предал. До конца стоял верным. Мне очень нравится история Илии и Елисея. Илия как-то шел мимо, а у Елисея был хорошо налаженный бизнес. Быки, рало, все было в шоколаде. Только жизнь наладилась. И Илия приходит мимо, и вдруг Елисея что-то клюнул петух в голову. Он взял рало, и из них костер сделал. И быков на этом костре сжег. Все, что было, все же. И сделал шашлык Илии. Нормально называется, да? Бизнес пошел прахом. И после этого за ним ходил. Что Илия? Он за ним ходил. Наступил тот момент, когда Илью должны были взять. Елисей был там, и Илия его спрашивает, что ты хочешь? А тот ему говорит, знаешь, то помазание, которое было на тебе, двойное хочу, чтобы не было. Тот говорит, сложно вопросишь. Увидишь, как меня возьмут? Будет тебе. Удивительно увидел. Совершил 2 раза больше чудес. До конца оставаясь верным. Это жуткая штука. До конца оставаться верным. Служить другому человеку просто за так. Посвящать свою жизнь тому, чтобы другому было хорошо. Это серьезный тест. Быть верным в малом, быть верным в деньгах и быть верным
в служении другому человеку. Если тебе хочется жизнь такая, чтобы ты упал на сено, мягко постелил, да? Научись этому. Потому что пока ты этому не научишься, тебе пока не светит величие. Можно я помолюсь за вас? Вы устали, наверное, меня слушать. Вставайте. Небесный Отец, Бог наш, Господь, Отец Сына и Господа нашего Иисуса Христа, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал здесь, в Красноярске, эти годы, Господь. За то, что Ты делаешь в других городах, которые представлены здесь во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Боже, за этих мужчин и женщин, Боже. Потому что я знаю, что для них Ты приготовил великую судьбу. То, что значимо, Господь. И то, что предназначено, Господь, для величия. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты научил их, Господь, сегодня коснуться их сердец. Боже, я молю Тебя, когда придет этот завтрашний день искушения, Отец, когда не хочется быть верным в малом, я прошу Тебя, Господь, дай им дерзновение, Господь, не сдаваться. Помоги им быть верным, Господь, в тех вещах, которые вроде бы маленькие и ничего не значащие. Я прошу Тебя, Господь, помоги моим братьям и сестрам, Боже, разобраться с деньгами, Господь. Помоги им, Боже, навести порядок, Отец, и быть верными, Господь, в тех простых вещах, как материальные ценности, которые Ты им доверил. Потому что Ты, Господь, смотришь их сердце. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь им быть верные сердца, быть верными в служении другого человека, Отец. Потому что пока они не научатся быть верными в чужом, ничего значимого им Ты вряд ли сможешь им доверить. Благослови Твою церковь, Боже, Твоим благословением, чтобы они, Господь, ни в чем не горевали. Пускай Бог благословит вас. Спасибо вам большое, что внимательно слушали и целые 2 дня успели меня стерпеть. Пастор Виктор, спасибо тебе.